19 лет, ровно столько дочь ищет своего отца, чем закончилась эта история. В Беркатите своры собак разгуливают без надзора. Как с этой проблемой борются местные жители? Повышенная ежемесячная плата за первого младенца. Какие еще социальные поддержки направлены на улучшение жизненных условий семьи? В эфире новости, в студии работает Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин поручил изучить вопросы организации безопасности колледжа в Керчи. Глава Следкома прибыл с рабочей поездкой в Республику Крым в связи с произошедшей трагедией. Он провел оперативное совещание, заслушал доклады о первых результатах расследования и дал ряд конкретных поручений, касающихся дальнейшего хода расследования. Случившееся потрясло всю страну, и возникает вопрос, как в будущем избежать подобных трагедий, когда вчерашние дети по каким-то причинам решаются на подобный шаг. Что может побудить их на это? Вот что нашему телеканалу прокомментировала психолог Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи Якутии Лена Авелева. На самом деле здесь разные версии ведь выставлялись, от теракта до самоубийства, да? Но в последнее время больше считают, что это самоубийство. Самоубийство, и очень страшно становится за будущее наших детей, за будущее молодежи в связи с этой ситуацией. И сейчас, например, дети очень нуждаются, огромное чувство одиночества испытывают. Прямо пытаются донести до родителей или не видят, отгораживаются своими какими-то заботами, работой. Да? Это насущная проблема зарабатывания денег. Живем в такое время, когда, культ потребления очень развит, да? Сегодня утром в аэропорту Якутск были задержаны вылеты и объявлена эвакуация. Всех пассажиров и работников вывели из здания. На месте работали кинологи, служба авиабезопасности аэропорта и специальные службы. Они проверяли все помещения стратегического объекта. Как выяснилось, в одном из мусорных баков терминала нашли дымовую шашку. В настоящее время аэропорт города Якутска работает в штатном режиме. Сотрудниками Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливается владелец дымовой шашки. Волонтеры нашли мужчину, который пропал 19 лет назад. К добровольцам из Республиканского центра по работе с волонтерами обратилась Лена Дрищева. Она рассказала, что многие годы ведет поиски своего отца, который уехал на заработки в Якутию и пропал без вести. Своего отца женщина искала различными способами, даже обращалась за помощью в передачу «Жди меня». Но поиски там не дали результатов. Волонтеры нашли Владимира Петровича в Капитонском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени Василия Кононова. Там он провел год. В дом-интернат мужчина поступил из отделения временного содержания Центра социального обслуживания города Якутска. Оказалось, что несколько лет назад он пережил инсульт. Сейчас его состояние стабильное. Сегодняшний день у него состояние стабильное. Он самостоятельно передвигается с помощью ходунков, и получает все необходимое лечение и реабилитацию. Он получает сосудистую терапию, массаж, лечебная физкультура проводится, адаптивная физкультура занимается. В данное время в хорошем расположении духа. У него нашлась дочка, он с ней разговаривает по телефону ежедневно, и собирается к ней домой, в Ставропольский край. Быть или не быть металлическим гаражам. На днях во дворах домов Хабарова 25/1 и Хабарова 27 столицы республики начался их вывоз. По мнению многих жителей, ржавые постройки мешают другим и портят внешний облик города. Но есть и другая сторона. Сами владельцы гаражей. Они пользуются ими уже много лет и хотят отстаивать свои права. На протяжении 3 месяцев мы не можем добиться от управы Губинский округ заключения с нами договора, и чтобы мы могли нормально проплатить за аренду земли под нашими гаражами. Жителей поселка Беркатит Нюрингринского района пугают своры собак, разгуливающих без надзора. Там жильцы домов
по улице Дорожников уже не раз писали заявления в местную администрацию, но проблема до сих пор не решена должным образом. Самостоятельных мер принять не могут, поэтому им остается только снимать на видео и отправлять в социальные сети. Помимо безнадзорных собак разгуливают и четвероногие с ошейниками, то есть предположительно имеющие хозяина. И тут возникает еще одна проблема. Владельцы частных домов не организовывают должным образом выгул и ставят в затруднение службы по отлову бродящих собак. Только раз в месяц мы звоним в администрацию и делаем замечание, что находятся беспризорные собаки прямо во дворах наших. То есть дети не выйти не могут, ни мы элементарно даже выйти не можем на улицу. Ходят сворами, стаями, а не толпами, как и маленькие, так и большие. Проблемы погорельцев в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района продолжаются на этот раз. Перед холодами они не могут дождаться ремонта дома. Напомню, что в конце августа из-за пожара в расселенном доме огонь перекинулся на новостройку. В результате сильно пострадали кровля и окна. Сергей Козюра узнавал, успеют ли застеклить квартиры или жильцам так и придется встретить сильные холода с полиэтиленовыми пакетами в проемах. Полиэтиленовые пленки вместо пластиковых окон. Холода наступили, но поставить окна никто не спешит. В конце августа возле этой новостройки сгорел расселенный дом, и огонь перекинулся на нее. Сюда люди переселились из этого же самого сгоревшего дома год назад. Когда дом был поврежден огнем, администрация обещала отремонтировать его, но до сих пор окон нет. Семьям с детьми приходится жить в холодных квартирах. Вот уже октябрь месяц. На носу после 20-го мороза будет. А у нас, видите, клеенки сделанные на окошках. Сколько можно нам вот так терпеть? У дети маленькие. Вот тут трое, тут трое, везде дети, кругом дети. Жители дома были уверены, что администрация им поможет, но с наступлением холодов стали настораживаться. Как оказалось, администрация не смогла найти фирму, которая согласилась бы поставить окна в рассрочку. В бюджете денег на этот год не осталось. Оплату обещают только в январе. Была достигнута договоренность с хабаровской фирмой, которая должна была выполнить их изготовление и поставку сюда, в Нерюнгри, для установки. Однако из-за того, что не получилось найти спонсоров, способных разово проплатить весь размер стоимости, это порядка 600 тысяч рублей, данная фирма окна не поставила. На данный момент руководство поселка в срочном порядке ищет спонсоров или фирму, которая согласилась бы на их условиях. Но таковых в данное время нет. Если можно, с экрана попросить всех руководителей организаций и предприятий Нерюнгринского района оказать любую посильную помощь, вплоть до, будем рады даже выделению финансовых средств на одно окно. Через 2 недели столбики термометра опустятся до минус 16 градусов. Жильцы говорят, что могли бы и сами поставить окна, но у них до сих пор нет документов на собственность. А что говорить о прописке? А их им обещают только в следующем году. Да и то в том случае, если администрация выиграет суд с застройщиком. Сергей Козюра, Георгий Сергеев, Нерюнгри. 20 миллионов рублей на приоритетные проекты мирнинских предпринимателей в рамках муниципальной программы создания благоприятной экономической среды и развития производственного потенциала на 2018-2022 годы объявлен прием заявок на участие в конкурсе финансовой поддержки проектов по приоритетным направлениям. Темы следующие: производство товаров народного потребления, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты и производство строительных материалов. Субсидирование осуществляется из расчета до 85% от планируемых затрат. Заявки на участие принимаются до 24 октября. Основные критерии отбора для участия в конкурсе на финансирование проектов по приоритетным направлениям является количество созданных рабочих мест, объем привлеченных собственных средств в проект. Основное требование – это отсутствие задолженности по налогам и отсутствие реализации подакцизных товаров. Основная цель нашей муниципальной программы – это привлечение инвестиций и развитие предпринимательства, развитие местного производства в Мирнинском районе.
Материнский капитал, социальные пособия, единовременные выплаты, бесплатный земельный участок. Эти и другие социальные поддержки направлены на улучшение жизненных условий семьи. С 1 января этого года при рождении или усыновлении первого младенца семьям предусматривается повышенная ежемесячная выплата. Пособие получают те родители, у которых доход каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Их в республике 1448. Также с этого года на 4% проиндексировали размеры всех региональных денежных выплат гражданам, имеющих детей, а молодые семьи при рождении первого ребенка получают пособие в размере почти 7 тысяч рублей. Указом президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича был принят закон о первенце. Это означает то, что семья, которая родила первого ребенка в этом году, с 1 января 2018 года, или усыновила ребенка в этом году, то эта семья имеет право получить ежемесячную выплату до достижения ребенком 1,5 лет в размере 17 тысяч рублей, если доход семьи на одного члена семьи не превышает 26 400 рублей. В настоящее время около 500 семей города Якутска, те семьи, которые родили первенца, они уже получают данную выплату. Перечень документов почти такой же, идентичный ежемесячному пособию на ребенка. Это персональные документы, паспорта родителей, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка. Золотой значок ГТО, повышенная стипендия в университете. С прошлого года в главном вузе республики работает система премирования студентов, имеющих значки нормативов ГТО. Пока это касается только первокурсников. Более того, за свои значки они получили дополнительный балл при поступлении в Северо-Восточный федеральный университет. Напомню, все студенты СВФУ также получают повышенную стипендию за научную и общественную деятельность. У нас есть бронзовый знак, и серебряный, и золотой знаки. И у нас прошлого года при помощи Михаила Евгения Саевны, и у нас есть премирование для студентов по спорту, они получают стипендию около 9 тысяч рублей. Но в этом году Евгения Саевна поддержал первокурсников, которые ведут здоровый образ жизни, и поощрение студентов, которые получили знаки ГТО. Пока еще какая сумма и так далее еще неизвестно, но мы взяли проект, но в этом году вступит в силу и из какого бюджета и так далее. К этому часу вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.